Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о том, как воспитать патриотизм у подрастающих поколений. Друзья, внимание на экран. Патриотизм – это любовь к родине и преданность своему отечеству. Это важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения. За последние годы часть населения, считающих себя патриотом, значительно выросла. Согласно исследованию в ЦИОМ, 54% считают себя патриотами России. Склоняются к такому мнению о себе более трети, 38%. Однако, несмотря на столь оптимистичные данные, федеральным законодательством по сей день не закреплено понятие о патриотизме, и вопрос ответственности за воспитание патриотизма у подрастающих поколений остается открытым. Алексей Корякин – капитан запаса и ветеран боевых действий, имеющий за плечами высшее педагогическое образование, многолетний педагогический стаж и опыт государственной гражданской службы. Сегодня Алексей – директор Якутской кадетской школы-интернат, открытой распоряжением первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в 2000 году и являющейся общеобразовательной школой при Министерстве образования Республики Саха. Якутская кадетская школа-интернат занимает особое место в системе образования Якутии, ежегодно выпуская истинных патриотов своей родины, которые достойно трудятся и служат своему отечеству на гражданском и военном поприще. Как воспитать патриотизм у подрастающих поколений? И кто ответственен за этот процесс – школа или семья? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Сторонники точки зрения номер один считают, что патриотизм начинается со школы и окружения, в котором человек пребывает. Если ты не знаешь, почему гордишься своей страной, то не сможешь делать это искренне. Поэтому важно знать свою историю, историю своей страны, достижения народа, значение флага и гимна. Такие знания способна дать школа. Именно потому она является основой патриотического воспитания. Сторонники точки зрения номер два считают, что патриотизм начинается с семьи и тех ценностей, которые прививаются ребенку с самого рождения. Огромное влияние на детей также оказывает проявление патриотических чувств родителей, которое происходит в повседневной жизни. Школа в этом процессе играет второстепенную роль. При этом каждая из сторон должна стараться перекинуть на свою сторону больше участников с противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, сторонник точки зрения номер один, который проникся аргументами сторонников точки зрения номер два, может перейти к ним и наоборот. При этом сторонники точки зрения номер один будут располагаться справа. Сторонники точки зрения номер два слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Директор Якутской кадетской школы-интернат. Педагог и общественный деятель. Ветеран боевых действий. Алексей Корякин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли немного рассказать нам о себе. Как вы знаете, я работаю сейчас в настоящее время директором Якутской кадетской школы-интернат. В этой должности я нахожусь более 5 лет с 2017 года. До этого я работал в исполнительных органах госвласти, в частности, в Министерстве профессионального образования, был начальником отдела воспитательной работы и социализации. Вот, имею опыт работы в администрации главы правительства республики. Но и до того, как я пришел в исполнительные органы госвласти, с 1998 по 2013 год я являлся кадровым военнослужащим, проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации. Алексей, начнем мы с небольшого интервью, соответственно, быстрые вопросы, ну и быстрые ответы. Все так, понятно, первый вопрос. хорошо. Угу. Как вы оцениваете уровень патриотизма молодежи? Какие есть проблемы? В целом, патриотизм молодежи мы оцениваем скорее на хорошо, потому что сомневаться в том, что наше подрастающее поколение растет в духе патриотизма, наверное, не приходится все-таки. Проблемных вопросов, таких, которые мешали бы, наверное, развитию патриотического воспитания, мы не видим глобальных, во всяком случае. Обязательно ли воспитывать патриотизм через военную тематику? И почему такой способ развит больше? Я не считаю, что патриотизм нуждается в развитии именно через непосредственно военную тематику, потому что, как мы понимаем, патриот – это прежде всего человек, который любит Родину. Любить Родину можно
и нужно не только через призму военной подготовки, вот, но в то же время, почему сейчас в настоящий момент уделяется больше внимания военной подготовке, потому что какой бы ты ни был хороший артист, ученый, математик, умение защитить свою родину, в том числе с оружием в руках, наверное, это все-таки определенная востребованность и реалии нынешнего дня. Алексей, вы являетесь профессиональным военным, который спустя время пришел непосредственно к образовательной деятельности. Расскажите, каким образом вы, собственно говоря, пришли к тому, чем занимаетесь сейчас? Ну, как я уже сказал, путь у меня был достаточно длинный к руководству кадетской школы. Вот. Но начнем с того, что все-таки по образованию я являюсь педагогом, у меня высшее педагогическое образование, я являюсь, тем не менее, учитель английского языка, заканчивал Иркутский государственный университет лингвистический, вот, поэтому специальность она предопределила выбор профессии. Вот. Ну и на воинских должностях, так или иначе, я рано или поздно возвращался к тому, что занимался воспитанием личного состава, как это в армии говорится. Но за личным составом мы должны понимать, это прежде всего ребята, которым от 18 до 20 лет. Встречаете ли вы негатив по отношению к своей профессиональной деятельности? Нет, с таким я не встречаюсь, потому что на самом деле скорее обратное. То есть есть гипер какая-то, возможно, даже популярность нашей кадетской школы. Вот, есть позитивные, безусловно, отношения практически всех слоев общества к нашим воспитанникам. Часто ли вы видите, как вопросы воспитания детей родители отдают на откуп школам? Я не могу об этом судить именно с точки зрения, что прямо на откуп школам. Возможно, правильнее было бы выразить о том, что родители доверяют школе воспитание детей в духе патриотизма. Доверяют, может быть, больше даже, чем иногда самим себе. Ну и, естественно, апеллирует тем, что хорошо, когда воспитанием занимается профессионал. Примерно так. Итак, Алексей, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться с нашей сегодняшней темой. Справа от вас расположились сторонники точки зрения номер один. Они считают, что патриотизм начинается со школы и окружения, в котором человек пребывает. И если ты не знаешь, почему гордишься своей страной, то не можешь делать это искренне. Такие знания способна дать как раз-таки школа, потому она является основой патриотического воспитания. Слева от вас расположились сторонники позиции номер 2. Они считают, что патриотизм начинается с семьи и тех ценностей, которые прививаются ребенку с самого рождения. Огромное влияние на детей также оказывает появление патриотических чувств родителей, которое происходит в повседневной жизни. Школа в этом месте имеет второстепенное влияние. Так, друзья, мы сейчас обращаемся к вам, к нашей аудитории. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Ну, давайте начнем со сторонников позиции номер 1. Наша команда, мы все школьники. И мы уверены в том, что именно школа вот с начальных классов учит тому, показывает нам то, что наша Россия, Российская Федерация, она красивая. В начальных классах нам рассказывают про Республику Саха-Якутия, о том, какая она, о том, какая она многогранная, интересная и, еще раз повторюсь, красивая. В средних классах нам рассказывают именно про исторические события, про какие-то нюансы и преподают обществоведческие знания. Вот именно то, что нас, вот, школьников с 10, скажем, лет, учат тому, как обращаться к историческим знаниям, делает нас патриотами. То есть мы знаем, что было, когда было, и почему мы должны быть патриотами. Вот. В старших классах же нас уже отпускают на свободное плавание, и мы уже знаем, что нам делать, мы уже знаем, что мы патриоты, потому что мы знаем. Мы знаем про нашу историю, мы знаем про наш народ, мы знаем, сколько субъектов Российской Федерации, и почему мы боремся за свой народ. Итак, пожалуйста, почему вы выбрали эту позицию? Человеку с рождения, именно от родителей, воспитывают на патриотизм. Благодаря моим родителям я вот считаю, что я воспитан и патриот своей родины. Пожалуйста. Считаю, что школа может логично ответить на все вопросы, которые может задать себе ребенок. Спасибо. Вторая точка зрения, пожалуйста. В основном ребенок сперва из семьи возраста, выходит, да, ребенок. И
Семья – это, наверное, источник воспитания. Хорошо, пожалуйста. Сначала ребенка воспитывают родители, а потом, когда человек становится подростком, он попадает в общество, в социум, и там он уже развивается вот тоже как человек. И каким бы ребенком, патриотом, человеком не воспитывали его родители, если он попадает в плохое окружение, если он попадает в ту школу, в которой не воспитываются какие-то особенные, патриотические чувства, даже просто знания, потому что знания, я считаю, что нельзя назвать себя патриотом, если ты не знаешь своей истории, если ты не знаешь, в какой стране ты живешь. И получается, именно вот школа обеспечивает это. И если в школе будут продвигаться правильные идеи патриотизма, то это приведет к тому, что у нас будет больше патриотов в стране. Семья – это главное. Говорят же, мы отражение своих родителей. Вот. И в будущем мы создадим свою семью и будем же воспитывать своих детей так же, как воспитывали нас наши родители. Как раз-таки примерно 6-7 лет ребенок заканчивает возраст, когда он увлекается только игрушками, познаванием этого мира, и у него начинаются интересы к социуму, в целом к позиции жизни, и как раз в этот момент он попадает в школу, и школа становится его социумом. Он выходит только из социума своих родителей, своей семьи и начинает социализироваться. И если в этом социуме как раз-таки будут патриотические позиции, правильные направления, то ребенку будет намного легче понять, что такое патриотизм. Именно в семье происходит это воспитание, потому что ребенок со своей семьей всегда, каким бы он ни был взрослым, он все равно будет со своими родителями. Ребенок всегда набирается, от своих родителей зачастую. Вот какая точка зрения будет у его родителей, и, скорее всего, такая же точка зрения будет у их ребенка. Спасибо. Аплодисменты. Уважаемые участники, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Алексею. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Давайте начнем с позиции номер 1. Пожалуйста. Со скольких лет к вам поступают ребята? Поступление в нашу кадетскую школу с 7 класса. Какими в основном поступают к вам ребята? С патриотическими уже знаниями или с немножко слабой позицией? И как вы пытаетесь помочь развить свой патриотический дух? Ребята, которые поступают к нам, прежде всего, они хотят стать кадетами. Они хотят носить форму, они хотят стать сильными, они хотят продолжить связать свою деятельность с силовыми структурами. То есть и только, наверное, в последнюю очередь они задумываются о том, патриот ли он в настоящий момент или нет. Но уже школа наша, как вы правильно подметили, ваша позиция, да, она, безусловно, помогает им стать более патриотичными, скажем так. Пожалуйста, ваш вопрос. Проводите ли вы определенные мероприятия в вашей школе? Если да, то какие? Мы организовываем и научно-практические конференции, и спортивные соревнования, и какие-то иные смотры, конкурсы, вплоть до концертов, фестивалей песни. То есть, по большому счету, мы стараемся развивать буквально все направления молодого подрастающего человека. А проводятся ли у вас такие мероприятия, которые охватывают не только воспитанников кадетской школы, допустим, из других? Да, я об этом и говорил. Как пример, допустим, я могу привести. У нас научно-практическая конференция «Науки юноши питает». Там очень много секций, и такое достаточно большое представительство, на самом деле. У нас во время этой научно-практической конференции порядка свыше 120 участников. Приезжают люди, не постесняться, прямо из далеких северных районов для того, чтобы принять участие. И рассказывают они на этой научно-практической конференции не абсолютно только военно-прикладные аспекты. Там есть место и родословной, каким-то научным изысканиям, есть и история, и, что называется, техника, и жизнь, и какие-то новые тенденции, вплоть до изучения социальных сетей. Мы проводим также совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия республиканский турнир по боксу.
То есть там тоже у нас принимают участие там свыше 100 участников, как правило. Ну, достаточно крупный турнир, спортивное мероприятие. Вот. С прошлого года мы решили немножко упростить доступ, и мы учредили такую дисциплину, как, скажем, армейские подтягивания. То есть это подтягивание, которое выполняется силовым способом, без раскачки и так далее. Оказывается, достаточно популярное дело, дети охотно принимают участие. То есть не все у нас профессионально занимаются какими-то видами спорта, да, но на турниках подтянуться, в принципе, наверное, многие мальчишки могут. И поэтому мы им даем возможность посоревноваться между собой, поймать свои какие-то лучи славы и стать своего рода героями. Кроме того, мы открыты к взаимодействию абсолютно со всеми общественными детскими движениями, будь то российское движение, школьники или какие-то юные колята, вот, агротехнические школы. То есть, в принципе, там, где дети, там мы готовы помочь, поддержать. Вот так. Спасибо. Чем, по вашему мнению, кадетская школа привлекательнее для обычного подростка, чем обычная школа? Говорить о том, что мы привлекательнее по отношению к другим школам, нет, это неверно. То есть, если ты хочешь себя попробовать в чем-то новом, ну вот, безусловно, мы отличаемся. Мы просто разные. Пожалуйста. Проводите ли вы какие-нибудь мероприятия по именно национальным играм? Хороший вопрос. Вот. Но на самом деле, если у вас такая вот идея будет, то в целом вы можете написать нам на сайт, и, может быть, мы учредим действительно какой-то турнир на призы кадетской школы по национальным видам, Хаблык, Хамовская или еще что-то, да? Но мы обязательно не забудем, что вы явились инициатором и, собственно, соучредителем этого конкурса. Давайте попробуем, если есть такая возможность. На сайт кадетской школы прямо открыто пишите, вот, на электронную почту, да? У нас... Кроме того, что мы кадетская школа, мы являемся еще учебно-методическим центром «Авангард» Республики Саха-Якутия. Вот. И учебно-методический центр «Авангард» — это более широкий функционал, нежели обучение 140 детей. Вот. Это уже интересы республики. И мне кажется, что национальные виды спорта как нельзя лучше коррелируют с понятием патриотизм и в целом популяризация, наверное, наших национальных особенностей. Поэтому если вы... на самом деле, давайте попробуем. Вот у меня прям даже не вопрос, не ответ, а предложение. Пишите на сайт контактные данные, и я вас уверяю, что мы, если в течение этого учебного года что-нибудь с вами реализуем. Хорошо? При условии, что вы нам поможете. Хотелось бы узнать, какие плюсы гендерного образования вы можете назвать? Но если говорить о нашей школе, у нас ведь не только гендерное образование, да, у нас, скажем, еще определенные, как это назвать, декорации, возможно, да. То есть ребенок, который поступает в кадетскую школу, он достоверно понимает, что, перешагнув ее, он соглашается с нашими правилами, в которых есть место, как написано в уставе, стойкости, в которых есть место ограничениям, возможно, даже каких-то своих детских прав, да, и свобод. Вот. Поэтому в целом ребенок, который готов к этому, да, конечно, нам проще в этом случае с ним работать и его воспитывать. Потому что мы ему можем сказать элементарно: у тебя погоны на плечах, имей совесть. Все, то есть и в данном случае, но в то же время у нас есть в республике очень много, скажем, примеров, где действительно есть у нас и мужские гимназии, да, есть и какие-то классы, которые гендерные подходы формируют. Вот. Здесь, наверное, это просто, вот с моей точки зрения, как я вижу, это простота общения с аудиторией. То есть мальчикам я очень спокойно могу рассказать, что хорошо для мальчиков. И при этом не оглядываясь на то, что у меня сидит 50% девочек, которым вот наш диалог абсолютно в настоящий момент не интересен. Вот. И наоборот, если есть вот пансионаты воспитанниц Минобороны, уверен, там, наверное, абсолютно другие, то есть какие-то вещи рассказываются, и какие-то другие вещи объясняются, которые, наверное, мне, как мальчику, были бы не совсем интересны. Только лишь в этом. Спасибо. Спасибо. Давайте поаплодируем.
Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Здравствуйте. Скажите, как вы считаете, что такое патриотизм? Ну, я считаю, что патриотизм — это такое глубокое чувство, которое вырабатывается у человека. Во-первых, конечно же, гражданина страны, который чувствует свою сопричастность ко всем происходящим событиям, которые связаны с его страной, да, то есть все, что происходит с его страной, он чувствует на себе, чувствует эту боль, радость, волнение, да, то есть умение разделять общие чувства и умение сопереживать, а также чувствовать ответственность и долг перед своим государством — это патриотизм. Патриотизм – это любить свою страну, свою родину, заниматься любимым делом, также продвигать свою любимую, то есть свою родину. Это, наверное, любовь к родине, любовь к своей семье, однозначно. Ну да, давай долг родине. Ну, патриотизм именно вот в широком смысле это, можно сказать, любовь даже к природе, можно сказать. А вот в узком смысле это, наверное, к своей малой родине, к своей семье даже. Патриотизм связан с что-то государственным, что всякие дела государственные, там что-то такое. В первую очередь любовь к своей родине, во-вторых, помощь своим близким и друзьям, и в-третьих, вера в свою страну. Патриот — это тот человек, который отчасти живет для того, чтобы жизнь именно в его стране, может быть, в его городе, хотя бы у него дома, да, вот, была лучше, чтобы вот все, кто живут с ним, им было лучше. Вера, как бы, в свою страну, в свой народ и все в этом духе. Что он объективен, то, что понимает, что на мировой арене сколько государств, вот, умеет каждую принимать и понимает, что все-таки Родина, она моя Родина. Какая-никакая, да? Не какая-никакая, она моя Родина, она есть, но в том числе есть и другие государства. Наверное, это отстаивать права своей малой родины и плюс защищать от каких-либо напастей. Настоящий патриот должен развивать нашу республику. Как видите из опроса, большинство сходится во мнении, что патриотизм — это в первую очередь любовь к родине. Но какими именно действиями мы можем как раз-таки воспитать в ребенке это качество патриота? Ну, давайте немного подискутируем на эту тему, зададимся этим вопросом. Ну и, пожалуйста, право первыми ответить, позиция номер 1. Я начну первым. Понятное дело, что патриотизм сначала воспитывается в семье, потом в социуме, в обществе, в школе. Но нужно понимать, что такое тоже патриотизм, что это не только к любовь к родине, и нужно понимать, что человек, который кричит, что он патриот, что он за Россию, за президента и все подобное, но ничего не делает, можно ли называть его патриотом? А человек, который может не говорить о своем мнении, но при этом реально может убираться в своем подъезде, да? Не знаю, строить скворечники для птиц, помогать, не знаю, старикам. Можно ли этого человека назвать патриотом? Я думаю, что да. Думаю, что все зависит от дела в первую очередь. Не от слов, а вот от того, что ты реально делаешь для Родины. Конечно, все сначала идет из побуждений, но если от них нету толка, то какой ты после этого патриот? Я думаю, что в первую очередь нужно действовать. Ну и организовать как раз-таки эту деятельность с детьми. Угу. Спасибо, давайте поаплодируем. Вторая позиция, пожалуйста. Вообще в целом патриотизм это его вот так нельзя описывать, наверное, да. Патриотизм находится во внутреннем мире души человека. А вот всякие эти мероприятия, оно просто вот так, как это будет? Вот увеличивает, да?
воспитание основной воспитание делает основную работу была. А вот патриотизм, ну да, я соглашусь с оппонентом, да, патриотизм, это знание, действия и поступки. Вот это все, наверное, положительные стороны, это все, наверное, патриотизм. Я считаю то, что патриот должен агитировать и просвещать людей, которые не патриоты. Они должны не только словом делать, но и действиями. Например, агитировать, чтобы Родина победила, и так далее. Все, спасибо. Спасибо. Мне кажется, для этого нужно, чтобы взрослое поколение показывало нам примером, чтобы они сами что-то делали для своей родины. Например, мой дедушка строит памятники своей родной деревне, сам все это организовывает, находит людей и все это строит. Он является для тебя примером? Да, наверное, да. И было бы хорошо, если все взрослые являлись примером для своих. Да, мы будем младших. смотреть на них и подражать их примеру. Спасибо. Скорее всего, говорить и делать — это мы должны быть примером для детей начальных классов, для детей средних классов, быть примером того, чтобы уважать Родину, любить Родину. Мы должны показывать, рассказывать и действовать. Спасибо. Спасибо. Аплодируем. Еще мнение, пожалуйста. Подрастающее поколение и настоящее поколение, оно должно знать свою историю. А для этого, наверное, нынешнее поколение мало работает, я так считаю. Для этого надо посовременнее, помоднее, постильнее и просто, чтобы вот этот человек именно понял, да, надо делать для темы патриотизма, надо делать такие фильмы, такие фантастические сериалы или как там, чтобы по-современнее, да, понятно вот так. Новому поколению новый подход. Да. По новому подходу к новому поколению, по-современнее. Спасибо, все. Спасибо. Давайте поаплодируем. Алексей, мы послушали комментарии со стороны ребят. Лично, какого ваше мнение? Каким образом мы как раз-таки должны воспитывать патриотизм у ребенка? Мне сложно сказать, эти правы или эти неправы, да, потому что правы обе стороны. И в данном случае, если они дополнят свои ответы один другим, они бы очень близко подобрались, собственно, к цели. И то, что вы говорите, вы же очень правильно отвечаете, каждый на своем месте делает то, а государство, оно вам буквально говорит, что нужно. Когда вам говорят банальные прописные истины, хорошо учись. Для чего хорошо учись? Ведь здесь не только смысл, будешь хорошо учиться, поступишь в институт, станешь там чиновником или еще кем-то, да? Но, может быть, ты, будучи хорошо, если ты будешь учиться, ты разовьешь в какой-то области интерес и совершишь прорывное открытие в сфере науки. Да, и это же очень классно повлияет на следующее технологическое развитие нашей страны. Вы станете талантливыми инженерами, которые построят или придумают способы возводить школы в 10 раз быстрее. Вот для этой цели мы вас просим, вы, родители, государство, социум просит, учитесь хорошо. Занимайтесь спортом, любите Родину. Да, и вот здесь меня вот очень порадовал на самом деле подборка, да, то есть из торгового центра абсолютно разные люди, они ведь буквально говорят о том, что патриотизм в нашем обществе, он есть, и значит, все очень здорово. Развивая нашу тему дальше, хотелось бы спросить, как вы считаете, создаются ли все условия для патриотического воспитания? Именно про патриотизм через организацию досуга ребенка, через мероприятия, а также кружки. Ссылаясь на то, что вот все сейчас сказали, и ребята, и наши взрослые, мы приходим к такому выводу, что да, такие условия есть. И у каждого из нас есть понятие своего кумира. Кумира, который нас подталкивает к каким-то хорошим действиям.
кумир это может быть взрослый, а это может быть, например, в наших реалиях какой-то популярный человек. Мы должны стремиться к тому, чтобы больше читать, смотреть и слушать людей, которые позиционируют себя с позитивной стороны. Моими кумирами, скорее всего, являются общественники. Известные нам всем общественники — это народные депутаты. И также из детей я бы взяла в пример, например, детей, которые занимаются такими движениями, вот как Юнармия, РДШ, и которые снимают свой материал. Медиа, не знаю, те же опросники, они все нас побуждают к активности в активной политической молодежной жизни. Вторая сторона, пожалуйста, ваше мнение. Создаются ли все условия как раз-таки для всестороннего патриотического воспитания? Да, создаются. Есть много проектов. Лично, если судить по мне, то я очень заинтересован. Участвовал во многих форумах, встречах, лекциях и тому подобное. А то же самое ты можешь сказать, допустим, о тех людях, с которыми ты вместе учишься, допустим, в одной группе? Заинтересованы ли они в массе своей? Все они заинтересованы, потому что все мы ходили вместе. Нам никто не говорил, идите туда. И мы просто, нам присылали информацию. Да. Почему бы и не пойти? Еще мнение, пожалуйста. Если мы будем смотреть по тому, как сейчас развивается у нас патриотическое направление, то мы поймем, что сейчас оно развивается очень сильно. Но почему-то оно развивается именно в самое тяжелое для нашей страны время. Почему не было, вот, например, эти разговоры о важном, да? Почему их не было 20 лет назад? Потому что вот эти разговоры о важном, на самом деле, это очень крутая вещь. Если говорить не просто, то есть, если речь идет не просто о промывке мозгов, а реально о патриотическом воспитании. Потому что вот круто, я не знал, допустим, о Циолковском, да? А мне на разговорах о важном рассказали о Циолковском. И я уже лучше знаю историю космоса, освоения космоса в своей стране. И я уже больше чувствую, что гордость за свой народ, за своих ученых. То есть сейчас идет, я считаю, да, сейчас идет это развитие патриотизма. Алексей, мы вновь послушали мнение ребят. Лично каково ваше мнение? На самом деле интересная такая дискуссия, да, состоялась касательно искренности или действительно вот осознанности. Правильно человек говорит? То, что мы сейчас начали делать, да, пусть оно на самом деле делалось. Просто сейчас это изложилось во внятную систему. Сейчас акценты стали подчеркиваться красным маркером более активно, да, и поэтому они заходят сейчас уже прямолинейно. То есть, если раньше это старались сделать опосредованно, ненавязчиво, то сейчас делают это уже, скажем так, более под нажимом. И люди начинают понимать разговоры о важном и так далее. Искренность придет после понимания. Для того, чтобы человек начал понимать, для начала его вообще надо сюда погрузить. Государство сейчас этим и занимается, очень серьезно погружает вас. Когда вы поймете, примете, чуть позже, чуть раньше придет искренность. Какой совет вам бы хотелось дать нашей сегодняшней аудитории? Наверное, надо развивать те навыки, умения. Я не знаю, кто у вас чем занимается, да, но безусловно вижу, что вы неравнодушные люди. С такой хорошей гражданской позиции. Поверьте мне, что если вы будете также неравнодушны, вы будете где-то не бояться, не стесняться озвучивать проблемы нашего общества и наоборот не выступать с оголтелой критикой, а соглашаться с тем, что да, действительно что-то делается. Если вы продолжите прокачивать эти свои скиллы, безусловно, будущее нашей республики, в конечном итоге нашей страны, в очень надежных руках. Сейчас наступил у нас тот самый момент истины, когда можно поменять свою точку зрения. Соответственно, сторонник точки зрения номер 1, который убедился в аргументах оппонентов, может перейти к ним. И, соответственно, наоборот. Поэтому, друзья, определяем своей окончательной точкой зрения. И можно будет поменять свою позицию на счет 3. Определяемся,
Мы считаем. 1, 2. 3. Можно перейти. Все остались при своих мнениях. Замечательно, хорошо. Давайте друг другу поаплодируем. Алексей, кого вам бы хотелось отметить из числа наших сегодняшних участников? Мне сложно отметить кого-то наиболее активных, да, вот молодых людей. Вот девушка, вот, допустим, очень зрелое суждение мне нравится, да. Очень понравился вот молодой человек в голубой рубашке, потому что у него такая душевная позиция относительно семьи, относительно родины, да, вот. Но с другой стороны, а что бы мы делали вот без молодого человека, который действительно говорил как-то открыто и откровенно, чего не хватает. Поэтому давайте мы как-то рандомным путем с каждой по одному же, да, выбираем. Давайте там мы тогда, вот я все-таки отмечу, вот я не знаю вашего имени, вы уж простите, как? Так, как зовут? Василий. Василий. И все-таки с этой стороны мы девушку выделим. Алена. Алена. Алексей, пожалуйста. Так, ну, я хотел бы отметить все-таки более активную деятельность и, наверное, активную позицию, да, это Василия. Очень приятно, Василий. И Алена, ну, здесь активная работа плюс комплимент. Ребят, пожалуйста, представьтесь, ну и немного расскажите о себе, пожалуйста. Меня зовут Алексеева Алена. Я учащаяся Якутской городской национальной гимназии в 11 классе и член клуба Фемида. Меня зовут Артемий Василий. Я ученик 11 класса школы Мабу Саха гимназия. Люблю волейбол. Спасибо. Спасибо. Давайте поаплодируем. Ну а сейчас мы приглашаем всех подняться сюда на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем. Пожалуйста, ребят, поднимайтесь. Это была программа «Я молодой». С вами были ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Я впервые, конечно, участвую в таком вот формате ток-шоу, диалога или как-то, да. Очень здорово, потому что я настолько увлекся, что даже не заметил, что время у нас уже закончилось. Вот, и поэтому, конечно, живое общение с детьми, которые не связаны с тобой с каким-то даже там внутришкольным этикетом, да, то есть они могут тебе задать любой вопрос, и ты должен максимально честно на него ответить. Это действительно хороший формат, который я бы советовал, наверное, многим руководителям образовательных организаций все-таки через себя пропустить, потому что для себя я все равно определенные выводы сделал и думаю, что результаты нашей съемки будут иметь все-таки дальнейшее развитие. История на этом не заканчивается.